Результат их ежедневной работы – раскрытие серьезных преступлений. Свое утро Следственный отдел по Сунжинскому району Следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия начинает совещание. Здесь сотрудники обсуждают, на каком этапе судебные дела, проводят отчет, а далее следователи уже приступают к индивидуальной работе. В основном сотрудники занимаются расследованием преступлений тяжкой и особо тяжкой категории, а также изучением протоколов опроса свидетелей, результатов экспертиз, улик. Ибрагим Ганиев стал следователем 2 года назад. Молодой специалист еще до трудоустройства понимал, что профессия эта непростая, но очень интересная. С момента выхода на работу, конечно, возникали различные трудности. Коллеги по работе и коллектив в целом оказался очень хорошим, оказывали всю необходимую помощь, в том числе практическую. Тонкие психологи и сыщики, идущие по следу преступников и борющиеся с криминалом. Одно из приоритетных направлений Следственного комитета России – это расследование и раскрытие преступлений прошлых лет. Одним из таких дел стало убийство 50-летней женщины, жителем селения Галашки. Он приступил закон 18 лет назад и до сентября прошлого года был в розыске. В ходе проведения совместных следственно-оперативных мероприятий, в том числе с использованием информационной базы данных МВД России «Биометрия», было установлено, что подозреваемый мужчина, совершивший убийство женщины, на протяжении длительного времени использует паспорт под другими установочными данными, то есть поддельный паспорт. Далее в ходе предварительного следствия был установлен адрес места проживания подозреваемого. Было установлено, что подозреваемый проживает за пределами Республики Ингушетия. Нарушителя закона сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Ингушетию. Такие преступления прошлых лет считаются особо сложными. Обстоятельства уголовного дела были следующими. Вечером 28 июня 2003 года 47-летний житель села Галашки на почве ранее сложившихся неприязненных отношений к 50-летней жительнице того же села прибыл к месту ее жительства и произвел в нее несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления. В результате получения огнестрельных ранений женщина скончалась при доставлении в медицинское учреждение. А в тот же день следователем прокуратуры Сунжинского района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия принятыми следственно-оперативными мерами установить местонахождение подозреваемого не удалось, в связи с чем предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, а подозреваемый объявлен в розыск. В сентябре 2021 года Следственным отделом по Сунжинскому району предварительное следствие по данному уголовному делу было возобновлено. В целях установления местонахождения и задержания подозреваемого была создана оперативно-следственная группа, в которую вошли следователи и оперуполномоченные управления уголовного розыска МВД по Ингушетии. В связи с тем, что уголовное дело представляло сложность в расследовании, мной было принято решение о принятии его к своему производству. Сложность расследования уголовного дела заключалась в том, что свидетели очевидцев преступления на момент возобновления предварительного следствия и задержания подозреваемого не оказалось в живых. Лица, проживавшие по соседству с жертвой преступления, обладавшие сведениями, имеющими значение для уголовного дела, переехали на постоянное место жительства в другие регионы. Кроме этого, на расследование уголовного дела со стороны защиты обвиняемого оказывалось активное правовое противодействие, что приводило к затягиванию сроков предварительного следствия. В целях опровержения доводов защиты обвиняемого приходилось допрашивать большое количество свидетелей и проводить дополнительные судебные экспертизы. Но, несмотря на эти сложности, расследование по уголовному делу было успешно завершено. Шамиль Катиев работает в Следственном комитете около 15 лет. Половина из них занимался расследованием громких дел. В 2018 году за достижение высоких результатов в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений председателем Следственного комитета России награжден знаком отличия «Лучший следователь», а также медалью за безупречную службу 3-й степени. Говорит, что успех расследования во многом зависит прежде всего от следователя, который его ведет. Следователь не должен быть ни злым, ни добрым. Я считаю, что он должен быть целеустремленным,
и прагматичным. Считаю, что все сотрудники возглавляемого мной следственного отдела занимаемым должностям соответствуют как профессионалы своего дела. Главное для следственного отдела – повысить эффективность работы и устранить недостатки. Так, за первое полугодие текущего года раскрываемость убийств следственным отделом по Сунжинскому району составила все 100%. Первое полугодие 2022 года в следственный отдел по Сунжинскому району поступило 109 сообщений о преступлении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поступивших сообщений в следственный отдел по Сунжинскому району снизилось. День сотрудника органов следствия отмечают в России с 2014 года. Нагрузки, которые иногда ложатся на плечи следователей, красноречиво доказывают, что эти люди работают по призванию и даже в свой профессиональный праздник. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех следователей и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Я от всей души желаю всем здоровья, благополучия, неиссякаемых сил и успеха в распутывании самых сложных уголовных дел. С этим праздником хотел бы поздравить своих коллег, пожелать им благополучия, успеха в работе и всего самого наилучшего. Наши герои уверены, что закон для всех един, и совсем не важно, какую должность ты занимаешь, в каких структурах работаешь. За совершенное преступление должны отвечать все. Хавгазикова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.